Сюда душой я возвращаюсь вновь. Выставка с таким названием открылась в Национальном музее. Экспозиция посвящена юбилею колледжа культуры имени Вениамина Чисталева. Старейшему творческому учебному заведению исполняется 65 лет. По материалам выставки можно увидеть, с чего все начиналось, как менялось и развивалось учреждение в течение нескольких десятилетий. Многие предметы колледж хранит с самого создания. Например, концертные костюмы, в которых выступали первые студенты. А еще документы одной из первых выпускниц Эммы Наливовой, чье имя сегодня носит Краеведческий музей Выльгарта. Здесь же и телефон в стиле ретро преподавателя колледжа, известного в коме режиссера-постановщика Юрия Изюмского. Есть и уникальные фотографии и документы корифеев культуры коми-края, композитора Якова Перепелицы и драматурга Василия Ликанова. Документы и фотографии, и какие-то вещественные предметы, вот они действительно передают дух того времени. Вот, то есть мы осознаем, как непросто было людям, вероятно, начинать вот эту деятельность, да? Но вы посмотрите, многие из тех, кто был у истоков, они ведь проработали десятки лет в колледже. И с благодарностью студенты о них вспоминают. На выставке можно будет посмотреть фильмы о колледже, а также интервью с Алевтиной Куришовой, которая была заместителем директора и преподавателем колледжа с момента его образования в 1956 году до начала 90-х годов. Сегодня одна вспоминает, в каких условиях приходилось учиться первым студентам. Их заселили в частные дома, так как своего общежития у нового учебного заведения не было, как не было и своего здания. И в конце концов нам выделили для проживания, для работы 3 комнаты в прекрасном здании, в котором сейчас находится художественная галерея. Но это было полуподвальное помещение, в котором эти 3 комнаты предназначались и кабинет директора, и преподавательская, и вся вот эта вот, так сказать, обслуга, которая и технические работники. Тогда, в 1956 году, Республиканская культурно-просветительная школа, именно так назывался колледж, готовила только специалистов клубной работы. Затем уже появились предметы художественных специализаций и библиотечное дело. Экспозиция отражает работу всех отделений.